что мы там остановились? То есть, власть народа, а не монархия. Перейти от суперпрезидентской к президентской парламентской республике. Для этого нужно будет ограничить некоторые полномочия президента. То есть вся программа Навального — это все децентрализировать, демонтировать, ограничить власть президента и дать свободу коммерсантам. Все? Все, больше ничего. Ничего, никаких слов о системности, о той системе, которую он будет менять. Ничего нет. Вернуться к 4-летнему сроку пребывания на посту и ограничить их количество 2, независимо от того, приходится ли они подряд или нет. При этом нужно расширить права парламента, предварительно переизбрав его на честных выборах, и вернуть 4-летний срок полномочий. Совет Федерации должен стать реально работающим органом, членом которого избирается регионами на прямых выборах. Должен стать реально работающим. Ну, у нас сейчас по СМИ он тоже реально работающий. Ну, должен. А как ты это сделаешь? Опять не сказано, как. Как он? Ну, должен он. Он всем, кому должен, он прощает. И толку-то от этого, что он должен. А то, что ты упразднишь полномочия президента, ну как это повлияет на работоспособность парламента, при том, что там сидят вот эти же самые жулики? Ну как ты этот парламент поменяешь в кратчайшие сроки? Да никак. Ты будешь работать с тем материалом, что есть. И чтобы с ним работать, нужно создать условия, поместить их в те условия, в которых они не могли бы воровать, обворовывать страну. Но нет, у тебя же этого ничего нет, у тебя же нет ничего про условия. А люди молодые на это ведутся. Ну, а у него только должны и будет. Россия будет, чиновники должны. Чего они там должны? Отстранить церковь от каких-либо участия в государственных делах и оказаться от идеологического контроля общественной и частной жизни граждан, в том числе в культуре и искусстве. А какой у нас контроль церкви? Ну, а почему именно церкви? А уммы? Можно контроль уммы мусульманской? Мы только церковь выбираем, да? Иудаизма, например, а буддизма, можно они будут, нет? Или тут все о религии? Нет, он именно о церкви. Ну то, что сращивание жирных попов и РПЦ и чиновников, ну так это системная проблема. Опять же, это не фрагментарная, это проблема системная. Сращивание идет, и судьи с прокурорами в одних саунах парятся. Понимаете, по одним охотам ездят и на одних рыбалках ходят, с одними там людьми отдыхают одни и те же. Поэтому то же самое и в РПЦ происходит, если он имеет под словом церковь, РПЦ. Уберите просто их, наведите порядок вы в системе взаимоотношений разных структур, потому что РПЦ та же самая структура, и у вас все наладится, и ничего, никуда они не лезут. То есть, если их не пускают. У нас в Сыктывкаре подписано с Министерством образования, наша епархия Сыктывкарск, с Министерством подписано соглашение. Вы думаете, что куда-то попов здесь пускают хоть в одну школу? Вы попробуйте попу провести какую-нибудь лекцию в библиотеке, Эжвы, к примеру. Да и у них просто устное указание не пускать попов. Вот и все. Это не от попов и не от церкви зависит, это зависит от чиновников, которые с ними срослись, которые им там, под развитие, под строительство какой-нибудь там колокольни, которая нафиг тут никому не нужна, выделяют бюджетные деньги, попы им просто платят откаты себе, покупая ландкрузеры Прада. То есть все нормально, у них симбиоз. Но это системная проблема, так работают, на откатах работают они все. Это не только попы, но Навальному надо было забить людей. Восстановить свободу СМИ. Для этого нужно будет отменить законы каким-либо образом, ограничивающим свободу слова и так далее. Мы это все проходили, всю свободу слова, это у нас было под лозунгом гласность, и это было то, что любой сотрудник СМИ мог просто вас оболгать, сославшись на свое субъективное мнение и свободу гласности. То есть, не приведя никаких примеров, не приведя никаких доказательств, вас просто обливали грязью. Это другая сторона пропаганды. То есть сейчас у нас висит над СМИ пропаганда, жесточайшая пропаганда, которую нельзя переломить. А вот вседозволенность, беспредел, не свобода слова это называется, а это называется беспредел. Беспредел никогда не бывает свободы. И в беспределе, так же как и в пропаганде, тяжело найти вообще какую-либо истину. Ну, потому что там разобраться тяжело.
Ну и последнее, у него тут провести иллюстрацию, и он объясняет, для чего ее эффективность, бла-бла-бла. То есть про всех уволить. Ну хорошо, Навальный, ты проведешь иллюстрацию, ты кого возьмешь? У тебя сотни прокуроров продажных по России, ты кем их заменишь? У тебя судьи уволишь, ты кем им заменишь? Их некем заменить. Ну проведешь ты иллюстрацию. Ну то есть бредовость его идеи видна. А теперь самое главное, давайте мы вернемся к первой части. Чего я не договорил. То есть я вам расскажу о его поднятии зарплат. Вот смотрите, повышение зарплат, минимальной зарплаты труда до 25 тысяч рублей. А вот теперь смотрите, в условиях децентрализации бизнеса, бизнес никто не проверяет, вообще никто. Бизнес должен как бы заниматься социальными вопросами. И на крупный бизнес дополнительные налоги он вводит. И плюс еще они должны платить 25 тысяч рублей. То есть любые затраты входят в затратную часть себестоимости товара, продуктов или услуги, которые этот бизнес производит. Что неминуемо должно при сохранении рабочих, это приведет к инфляции, это приведет к росту цен. И покупательская способность этих 25 тысяч рублей, она упадет. В 90-е годы было то же самое. В начале 90-х Ельцин кричал, что чтобы поднять экономику, нужно раздать людям деньги. Деньги люди начнут тратить, и экономика заработает. Мы вольем кровь в эту экономику, мы запустим новые деньги, реформа денег была и так далее. Мы это помним, вы это, ребята, не помните. Ну вы хотя бы там загуглитесь, что ли. И сейчас нам Навальный говорит то же самое. И тогда в 90-х все стали миллионерами, и купить на эти миллионы не могли ничего. И валялись они вот так вот просто. И доллары тогда ходили. И были даже УЕ, цены в УЕ, не в рублях в магазинах, условной единицы, которая приравнивалась к доллару. У нас торговали, фактически были продажи товаров в долларах. Только писались не доллар, а УЕ. Вот к чему ведет вот это вот на фоне того, что он предлагает, поднятие этой зарплаты. Тут зарплата-то поднимается только тогда, когда запустится экономика. А он говорит, что мы вначале зарплату поднимем, а потом запустится экономика. Так же, как и мы вначале внешнюю политику выстроим, что она приведет к улучшению экономики. Да не бывает такого. Не бывает, что внешняя политика, что дружба с США, фактически он сказал, дружба с США, это улучшение внешней политики, повысит вам зарплату до 25 тысяч. Но это бред. Потому что не повысит она никак экономику, она не улучшит ее. Она не построит новое производство, не даст людям деньги. И про пенсионный фонд. Ну, дальше он здесь говорит опять демонополизировать. Ну, это мы уже все обсуждали. Что там все у него надо демонополизировать и так далее. Вот интересно, что предлагает ввести компенсационный налог на использование инфраструктуры, созданной трудом прежних поколений и нечестно приватизированной в 90-е и 2000-е годы. Аналогичные выплаты за использование структуры бывших госпредприятий регионального уровня передать регионам. То есть то, что награбили у нас в ходе грабительской приватизации, он оставляет это награбленное и просто будет с них брать повышенный налог. Я вам расскажу, как это работает. Когда Чубайс забрал систему энергетики страны, он ее раздробил. Есть ГЭС, которая построена в коммунистические времена коммунистами, которая вырабатывает электричество. Оно уже то есть себя окупило, и эта ГЭС работает в чистую прибыль. И с этой ГЭС стоимость киловатта в час, ну, к примеру, 60 копеек. Эта ГЭС принадлежит одному юрлицу. Провода, кусок металла принадлежит другому лицу, но тоже управляет Чубайс. И трансформаторная будка на другом конце принадлежит третьему юрлицу. И самая большая наценка идет именно вот в этих проводах. То есть рост цен, то есть ГЭС произвела за 60 копеек, провода накрутили свою 3 рубля, и плюс трансформаторная будка остаток. И от того киловатт-час получается 6 рублей. Он не говорит, Навальный, что мы разберемся с этим и уберем вот эту грабительскую систему наценок. Он говорит, да мы просто с этих 6 рублей у них возьмем больше налогов. Мы просто у них их заберем. Понимаете, будем налог брать там не 50 копеек, а 3 рубля будем. И у них пускай доход 3. Но это приведет к повышению тарифов.
Тут нужно разобраться с системой, с грабительской, чубайсовской системой начисления тарифов, с акцизом в топливе и так далее. Он не говорит, что будет в топливе акциз убирать, он говорит, мы больше с них будем налогов брать с этого акциза. Вы представляете, он что, акцизы будет повышать? То есть Навальный, первый, бюрократизирует страну, второе, делает бесконтрольную дикую коммерцию, третье, дает все карты олигархам. Просто. Вот дальше, что интересно, что он говорит про пенсионный фонд. Вот возвращаемся. В первой части я там немного затрагивал про пенсионный фонд, а вот теперь вам будет немного понятно, что он хочет с ним сделать. Создать при Пенсионном фонде России специальный фонд. То есть при фонде создать фонд, под чье управление для покрытия расходов. То есть фонд убыточный. И чтобы эти убытки сократить, он создает другой фонд, чтобы покрыть те убытки. То есть он, значит, один фонд, он открывает новый фонд, который будет сверхприбыльный, который будет покрывать убытки убыточного фонда. То есть, но почему тогда он убыточный фонд не может сделать просто прибыльным, а не сверхприбыльным? А я вам объясню почему. Слушаем дальше. Пенсионная система будет перенаправлена в все госактивы, доля доходов от экспорта природных ресурсов и выплаты компенсационного налога. При этом страховая часть взноса в ПФР будет снижена, а накопительность станет неприкосновенной. То есть, у вас снизятся налоги, вот чем вы хотите поднять зарплату, а пенсию он будет брать вот с этих олигархов, которые вам завышают все тарифы там в сотни раз просто. Более того, отобранные за годы заморозки накопительной части средства вернутся гражданам. Ну а как они вернутся, знаете? Знаете, как вообще вот двумя фондами перекрывают убыточный фонд? Ну это только на бумаге, естественно. Берется фонд, открывается второй фонд. И эти фонды, они вместе, но врозь. В первому фонду, который не убыточный, начинают капать деньги, которые они забрали у богатых. Этот фонд берет 1 миллиончик и переводит в один месяц пенсионному фонду, так тот ему потом возвращает. Так он его переводит, этот миллиончик, каждый месяц. И за год он перевел, будет отчитываться, что переведено 12 миллионов. Хотя это 1 миллиончик гонялся туда-сюда 12 месяцев. Только для этого к фонду создается фонд. У вас на бумаге, да, это все будет. Вы снова будете получать письма, как получали раньше, с вашими суммами накопительной части. Но по факту ее не будет. Вы не сможете ее взять, вы не сможете никак этим пользоваться, потому что это будет простой пузырь, это афера. Дело в том, чтобы убрать триллионную недостачу в пенсионном фонде, нужно создать систему, чтобы государство не могло вообще изымать оттуда деньги. Не могло никак. А пополнить его можно теми же самыми пенсионными отчислениями, но увеличив условия труда и выведя работающее население из серой зоны. Сейчас многие получают зарплату серую, если зарплата белая, отчисление в пенсионный фонд выше. Но это нужно экономику менять, а он этого не хочет. Он просто, мы все оставим, заберем у других, у вас будет счастье. Да не будет счастья. Мы будем дружить с Америкой, у вас будет зарплата 25 тысяч. Но она будет у вас 25 тысяч, но вы ничего на нее не купите. Вы будете так же покупать, как сейчас на 13 тысяч. Зачем такая зарплата? Это обман. Вся программа Навального, вот эта вот вся, я ее хорошо изучил, хорошо почитал. Вся эта программа, это копирка из 90-х годов. Это программа Ельцина, которую ему давали его зарубежный агент, он это и не скрывал. Теперь нам понятно, откуда Навальный черпает свои знания, притом учился он именно там, за рубежом, и вся его компания, вот эти вот визуализации его слов, всякие там маркеры, стикеры, всякие его там эти лайки всплывающие на его видосе, это все вот для оболванивания тех людей, которые не могут слушать, воспринимать, речь не умеют анализировать. Вот если лайк у него там всплыл, значит, это он хорошо сказал. Это скоро добавится, знаете, как в тупых американских комедиях, там ржач такой за кадром, там, где они сказали шутку, и за кадром ржач, да, и здесь нужно ржать. Имеющий глаза да видит, имеющие уши да слышит. А если вы меня спросите, а кто же тогда? Обратите внимание на Грудинина. Я не буду говорить, что он хороший, что он плохой. Да, его там выдвинул КПРФ и так далее, но сам там беспартийный. Обратите просто внимание на него. Посмотрите, чего он добился, что он сделал.
Он не бегает, не кричит, что я год вел предвыборную кампанию, а год назад говорят, что до тебя не допустят. У меня Европейский суд, он бегает, тут же орет, что у нас в России нарушаются все европейские нормы, что у нас нарушаются все законы, но в то же время он своим адептам говорит, что меня допустят, потому что у меня решение Европейского суда. Ну, ты либо, не знаю, там, либо крестик сними, либо трусы одень. Но ты знал, что тебя не допустят. И цель твоя была не в президентском, не в президентстве, твоя цель в другом, в ином. Сейчас у тебя начнутся митинги. Сейчас начнется волна митингов. Вот это твоя реальная цель. Реальная цель, Алеша Навальный. Но те люди, которые хотят реально изменить ситуацию, которые понимают это, все, которые вот такими вот пустышками дружите с Америкой, мы вам дадим 25 тысяч зарплаты, ну это бред. Это бред силой кобылы. Живите своим умом. С Новым годом!